Добрый день, Дядя Михалыч, с вами снова Лейла. Приехала на почту в Назрань. Мне прислала моя подписчица из Майами Галина. Галина, привет тебе. Но, видимо, или она напутала, или мы напутали. Но Ибрагим говорит, что он вроде бы не путал. Правильно написал. Индекс неправильно написала Галина. И посылка пришла не к нам на почту сельскую, а сюда вот в эту почту в Назрань, в город. Вот приехала, не знаю, посмотрю сейчас, просто мне пришло оповещение, что посылка доехала вот до этой почты, и Галя мне еще позвонила, сказала, что у нее там тоже уведомление, что адресата не нашли. Сейчас зайду на почту, посмотрю, что и как, друзья, и вам потом расскажу. Приехали с посылкой, еле ее нашли. Из-за того, что был немножечко написан неправильно индекс. Ну, хотела сначала дождаться, чтобы приехала Аишка, потому что Галина мне говорила, что тут подарки в основном-то для Аишки. Но посмотрим, все равно не терпится. Ибрагим тоже говорит, давай, мам, откроем все-таки. Вот, большое спасибо Галине. Ну, мы вот сейчас откроем и прямо у вас на глазах посмотрим, что тут. Я, конечно, бы не хотела, чтобы Галя так тратилась. Давай записку сначала. Так, а может это нельзя читать? Да, я сначала почитаю. Можно вообще-то. Так, Лейла, в посылочку, кроме Аишкиных подарков, я положила что-то и для тебя. В пузырьке масло для лица. После того, как умоешь, за пару капель разотри в руках и прижми к лицу. Сразу отличное настроение обеспечено, проверено. Спасибо, Галина. Так, большое спасибо. О, у меня Аишка теперь будет при босоножках. Красавица такая будет. Прелесть какая. А что в кроссовках? Что-то еще в кроссовках? Да. Это, наверное, то масло, которое она говорила. Не вот. думаю. Разве? Нет. Это что-то другое. В пузырьке. А тут два пузырька, да? Пузырек, Вот пузырек это вот это вот, да. Ага. А это... Я не знаю, что это. Ну, спросим ее. Так. О, такое чудо. Ну, Аишка будет довольна. Я как раз им позвонила, когда ехала домой. Говорю, давайте ко мне. Их же давно у меня не было. Что-то Аишка приболела, ангина у нее, температурит. Представляете, сколько она ей прислала вещичек. Ну ты даешь, Галя. О, какой Микки Маус. Вот это ж Микки Маус был? Это... Или нет? Это мини просто, Мини. насколько я помню. Мини. И как ее там? Подружка Микки Маус. Носочки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Дождевик. Это платьице. Платье? Да. Смотри, какой. Красавица будет Аишка. Так, это... Вот это, видимо, мне. Шарф обалденный. Ты даешь, Галя. Так, это Аишки. Так. Полотенчик, значит, тоже мне. Ой, какой красивый шарф. Ну ты даешь, Галька. Прелесть. Так. Может, вот это вот? Что? По-моему, та же компания. Нет. Это заколка, чтобы на шарфы вот завязывать, когда я одеваю. Понял. Красота. Просто красота. И еще вот видите, теплый шарф. Вот и так даешь. Такой мягкий какой. Спасибо тебе большое. Огромное спасибо. Я, правда, не хотела, чтобы это, конечно, так тратилось.
Ну, не знаю, у меня эмоции переполняют меня. Спасибо тебе, Галина. Огромное-огромное. Здоровья тебе, твоей семье, твоим мальчикам, внукам. Счастья им. Ну и всего-всего-всего, вот что вы себе желаете. И самое главное, чтобы все были здоровы. Спасибо тебе. Друзья, я не знаю, это как называются, духи нет, но да, духи вроде как духи. Аромат такой прям очень приятный. Галя даже угадала, что у меня такие вот запахи нравятся. И Брашка, знаешь, Галя, что говорит? Хотя могу и по WhatsApp сказать, но скажу так, на YouTube. Какая, говорит, она счастливая, она же, говорит, на море живет. Я говорю, ну не море, у нее залив там, у океана они живут. И очень красиво, она мне присылала очень много съемок своих красивых. Так что Ибрашка вам завидует. Может быть, когда-нибудь мы разбогатеем, и Ибрагима пришлем к вам в гости. Хотела сказать на море, но не на море получится, а посмотреть океан. Так что мы в гости напросились к тебе, Галя. Ну все, пока-пока. Пойдем. Пойдем, хожу. Хожу, тетя сама живет. Далее маме вырастали. Хожу, вырастали, маме хожу, хамаш хожу. Хожу. Хожу, тетя сама мечтает, хожу. Могу? Амукусь. Аишка, хожу. Мини Маус. Демару. مش تخزر أما كوش حقيقة حمريو هاي اللي بس نشكاش كوش أوتي ها تلخلو حجو إيشكا حجو إيشا حجو تشوتي سفيتة حجو ما من حجو تيتك دالكوتик маленький. Галя, я и шарф одела, и заколкой зацепила, заколола. Видишь, как мне идет? Спасибо тебе большое. Так. Аишки с нами не было, уже месяц у меня не была. А Жаишка? Приехали сегодня. Приехали чуть-чуть заболевшие обе. Позикучки. Все, мы довольны. А Жека и тетя Саша. Хожи. Хози. Изи ей тайгаль. Аиска. Как раз на это будет у вас. Босоножка вот. Летом как раз будет. Сейчас хорошо, что они чуть-чуть велики. Велики же? Да, ну, конечно, как раз на лето. Вот сколько у нас радости у Аишки. Мини мауси. Схаяхки, давай мама схаяхку бумажку. Да? Стрел, блядь. Какой мячич. Ух ты. И раздала жюха, Лен, Моисей. Аишка, вежери, еще худелуш. Носи на здоровье, чтобы была счастливая, и чтобы у Аишки были братики. Что, Аишка? Все, мы сейчас еще, если она, Аишка, согласится, оденем платьице. Так, вот первый наряд нашей Аишки. Аишка у нас терпеть не может переодеваться. И вот капризничает, как видите. Хакуль, коча, а ну-ка, Аишка. Хакуль, кочи, хакуль. Оти, красавица какая. Что, коча? А по Духове? Духове? Тогда плакать нельзя. Мы сейчас пойдем. Пойдем гусей кормить. Покажи платье. А ну-ка давай. Хейли. Хейли, хада, мама, башик, хада, Духове. Хожу, мама, сколько холодно. Хейли. Ой. Вот наша Аишка, красавица. Красивое платье? Хози, Аиша. Хози. Вот, даже Галя предусмотрела даже, как это называется, ободочек на голову. Правда, у нас волосики еще маленькие. Как раз для этих волосик. Хози, мини-маус. Хахукуль, гака, хахукуль. Хаерзел, почему-то ты ее вверх ногами держишь, Аишка. Она ее изучает там. Аишка, хаерзел, мама, на. Нях, мама, дог. Пойдем тогда, пойдем. Аишка к гусям хочет. Пойдем гусей кормить. Хейли гажет хамта столхови.
Пойдем. Как раз у нас по погоде платьице, только гусей кормить. Вот, Аишка пошла. Недовольная что-то сегодня. Вот, пока смотрит у нас. Вообще, Аишка у меня, мама ее присылала съемку. Даже любит позировать, снимать. Вот сейчас она не в духе. Но она буквально минут 10 только к нам приехала. А хукуль черфуд мои маечка, хукуль, Аишка, хукуль. А я стул. Ну-ка, открой, давай, покажи всем, что у тебя так. Какая у тебя. Вот, видишь, Мини Маус? И там такой. Видишь, какой? Красота какая. Ух ты! Аишка. Вот теперь мы в теплом костюмчике, в кроссовках. Сейчас пойдем гусей кормить. Да, Аишка? Пойдем? Пойдем гусей кормить? Да? А Мауса ба энди, а Мини Мауса ба энди? Ты поцеловала ее? Ба, вот так вот. Все, а там что у нас? Кукла? Давайте ее куклу еще. Сейчас пойдем. Не бросай, Аишка. Хай, Микки Маус, Мини Маус. Фотографии сняли. Сейчас вот сидим немножко, чтобы поснимать ее. Что-то очень капризное она сегодня. Да? Но чуть-чуть приболевшая, поэтому, девчонки, она у нас капризная. А костюмчик такой теплый, мягкий. Да, Иська? Да? Ну, пойдем? Ишка очень хочет идти кормить гусей. Это у нее такой ритуал, как только она к нам приходит, мы должны идти кормить гусей. Так, хочу немножко рассказать об этой кукле Ишкиной. Ага, и цехи как. Эту куклу я ей подарила на годик. Да и цехи кукла. На годик подаренная кукла, она с этой куклой не расстается ни на минуту. И она ходила к няньке весной еще. И вот когда уже летом они остались на каникулы с мамой дома, так как мама учительница, мама уж каникулы дома, ее кукла осталась у няньки там. И вот она ее сколько там, месяца 4, по-моему, 5, если даже не видела свою куколку. Она действительно и тогда была самая любимая. Она все время еще даже не ходила, когда таскала эту куклу с собой. Вы, наверное, на кухне оставили эту маленькую куклу. И вот она вот недавно пошла к няньке, и говорит, сразу узнала свою куклу, обняла, и все, говорит, больше с этой куклой не расстается. И дома, говорит, постоянно обязательно должна с ней лечь спать, без нее не может. А Мадина говорит, я, говорит, ее забираю, когда ложится спать, она засыпает, говорит, куклу забираю. Утром только, говорит, глаза откроет, мама, а где Гака? Сразу ищет ее, бежит, и снова с куколкой, и кормит ее, и в люльку кладет. Что только не делает с этой куклой. Вот такая вот история с любимой куколкой. Больше понравились босоножки, сняла кроссовки, и вот хочет босоножки одевать. Это моя сестра тоже со вчерашнего дня у меня в гостях. Мне не скучно, когда у меня гости. Дочка одна уехала, вторая приехала, звонит Танзила старшая, ругается на младшую. Приехали, когда я уехала, когда меня нету. Все, я больше не приеду к вам. Расстроилась. Я, говорит, так соскучилась по Ишке. А ты ее не привезла. Ждала, пока я уеду. Вот в таком плане. Сегодня две сестрички ругались. Она очень, у нее только один мальчик, и вот прямо обожает свою племяшку. Ну, Ишка, все, одела? Вот, одела свою босоножечку. Чуть-чуть привыкает. Она обычно делает так всегда, только приедет, капризничает где-то полчаса, ей надо как-то вот приходить в себя, только потом уже начинает бегать, как будто бы у себя дома уже. А пока вот первые полчаса не в своей тарелке, капризничает, ничего не хочет. Вот сейчас немножечко успокоилась. Вот так вот начался у меня сегодня день. Еще накидочка была, но мы ее с трудом одели. Пока я начала настраивать камеру, она ее сняла. Хатюхул, Аишка, вайгажишь, хаждохве, Аишка. Хатюхул? Яц высохли. Аиша, хатюхул накид, хатюхул.
Ну да, мы обманываемся гусями. Все, долгвы, хоть сагаж, хаш долгвы. Только скажу, что за гусями еще более-менее соглашается. Ну давай, Хатюх. Ну хози, Хатюхулна, кит, Хатюхул. Пойдем, Хатюхсиха, няня. Някыш. Ашка. Гахи хажул, долгвы, гажкаш. А ну-ка, одевайся. Аминин, луги, еле сейчас, Аминин. Не будем отдавать Аминке, видите, капризничает как. О, всех растеряла. Авария. Растеряла всех. Собирай давай. Вы люльку не принесли, да? Ой, Эшка радуется. Все, мы уже приходим в себя уже потихонечку. Вот так. Вот так. Ну давай теперь, давай. Вот так. Вот так. Вы нас извините, у нас, конечно, тут бардак. Все пораскидали. Хотела утром убраться, пылесос поставила. А эту куклу мы вообще не любим, да? Вот эту, которую выкинули. Вообще, говорит, не признают эту куколку. Хотя она новая. О, сколько радости. Вот так. Аишка, мама, хвахки. Давай я сяду в люльку, в колясочку. Вот так. Это уже выкрутасы идут вот перед нами, выкрутасы уже. Вот, отошла. Это уже вот выкрутасы. Мы идем с Аишкой на кухню. Аишка захотела чапельгиш. Она говорит, смотрит мои видео, и где я там делаю лепешки, смотрит и говорит, я тоже хочу мамины лепешки. И вот теперь снова вспомнила. Обычно она пересматривает мои ролики. И вот мы сейчас идем делать лепешечки с Аишкой. Да, Аишка? Ну, пойдем теперь, пойдем. Пойдем, там мама исправит тебе, пойдем. Не так сидят, да, куколки? Пойдем, нормально, пойдем. Аили, пойдем. Пойдем, мама, зеленой, пойдем. Не можешь? Да, ну гравий не дает катать. Ладно, друзья, на этом мы сегодня, я свой ролик закончу, наверное. Мы сейчас будем действительно печь лепешки. И, может быть, кто-то будет спрашивать, почему я мама. У меня почему-то мои внуки зовут меня мамой. И старший тоже зовет мамой, и младшенькая зовет мамой. Не знаю, ну, потому что, наверное, их не мама, а у нас еще есть уже бабушка, а бабушка уже бабушкой. Как-то, наверное, из-за того, что вот бабушка уже одна есть, они меня называют мамой. И Аишка тоже. Ну, все, вот, мои хорошие, я на этом закончу. Спасибо вам большое за просмотр. И я надеюсь, Аишку будут лайкать. Ну, вот как-то так. И, Галя, большое тебе еще раз спасибо за подарки, за такую радость, предоставленную мне, моей внучке. Действительно, Аишка очень рада этим вещам. Вот отошла, начала переодеваться. Но у меня зарядка закончилась, я не смогла снимать все. Нам все очень-очень понравилось и очень приятно. У нас даже есть такая вот, не знаю, или поговорка, или вот даже не поговорка, вот я точно не могу сказать, но есть такое вот поверье, что ребенок, когда ему покупают что-то новое, становится в 2 раза больше. Как-то, ну, настолько ему приятно. Это перевод такой, я не знаю, может быть, поймут, нет. Так что Аишке было очень приятно. Большое-большое еще раз спасибо. Я бы, конечно, не хотела, чтобы ты так много тратилась, но спасибо тебе. Моей радости нет предела и радости Аишки. Все, Аишка, пойдем. Ну вот на этом все, как-то так.